Строгий традиционный ингушский наряд, прямая осанка и грациозные движения. Выступление артистов ансамбля, как всегда, приковывает внимание зрителей. На этот раз представители ингушской диаспоры, проживающей в Сибири. Мероприятие, посвященное 25-летию образования родной республики, здесь отмечают с гордостью. Согласно обычаям, первое слово предоставляет Тамаду, старейшине ингушской диаспоры в Новосибирской области Ахмеду Аздоеву. Этот праздник мы каждый раз отмечаем, каждый год нашими земляками из Томской, Кемеровской и Новосибирской области, передавая эстафету каждый год по другим регионам, Томску, Кемерову. Сегодня здесь собрались представители со всех трех наших регионов Сибирского федерального округа. Я всех вас поздравляю. Знакомые лица, щедро накрытые столы. Гостей здесь встречают, как и положено, с большим радушием. Не так часто выпадает возможность встретиться с земляками, которые живут вдалеке от родины. А юбилей родного края здесь празднуют все вместе, целыми семьями. Магомед Бекмурзиев сам долгое время жил в Новосибирске, но сегодня у него особая миссия. За заслуги в укреплении дружественных связей и сотрудничества между двумя регионами представителям ингушской диаспоры в Сибирском федеральном округе объявляют благодарность главы региона. Бекмурзиев Юсуп Султанович. С особым трепетом здесь рассказывают об истории становления ингушского края, о трудностях и лишениях, через которые пришлось пройти маленькому горскому народу, который, несмотря на все тяготы судьбы, выстоял и теперь с особым размахом отмечает свое 25-летие. А далее патриотическую ноту подхватывают артисты ингушской и чеченской эстрады. Как часто вы организовываете такие мероприятия? Как часто здесь собираются ингуши? Ну, такого масштаба мероприятия мы, конечно, проводим не часто, потому что повод нужен всегда для того, чтобы мы вот таким образом собрались, какой-нибудь официальный. Ну, у нас уже, наверное, эта традиция стала. Мы на 20-летие Республики Ингушетия собирали такое же примерно мероприятие с приглашением также артистов и официальных лиц. И, видимо, это теперь традиция каждые 5 лет праздновать юбилей Республики Ингушетия. Здесь много ингушей проживают. Их здесь и женятся, и замуж выходят. Мы тут устраиваем свои свадьбы, да. У меня вот лично 4 детей. Все высшее образование получили и получают. Но свои у нас праздники отмечаем. Кроме свадьбы, там День Ингушетии, само собой. И вот 23 февраля обязательно Сахдокыш, как это перевести. Вот это мероприятие у нас в мечети проходит. Многие из них проживают в Сибири уже давно. Пусть и ненадолго, но такая праздничная атмосфера невольно переносит в родной край, отмечают наши земляки. У нас 0,00 какой-то процент, но активно участвуем. Мяжики же даже. Именно мы на первом уровне, да, на передовых уровнях. Города строить дежлат. Нахать аздук парат дам. Цагарчан мастена баркал алорс. Дал дял бол баймох. Вейдезл. Вейхаматуалол дихам. Бузулня хаматуалол. Мероприятие растянулось на несколько часов. Что важнее, праздник стал хорошим поводом для встречи и приятного времяпроведения в кругу своих земляков. Более чем 4000 километров отделяют их от родной земли, но живут здесь, следуя заветам отцов, соблюдая традиции и обычаи народа. Юсуп Гелисханов, Сурхо Кусиев, Новости 24.